Большое, огромнейшее просто спасибо Гульнаре Яруллиной за то, что она позвала меня сюда, пригласила. Это действительно очень большая благодарность, и мне очень приятно находиться здесь среди своих людей, как говорится. Познакомившись со всеми, я понял, что здесь люди представляют самые разные профессии, представляют самые разные города, регионы. Очень интересно было этнокультурно обогатиться, потому что каждый человек по-своему хвалит свой регион, по-своему преподносит свои традиции. Сам по себе этот штаб — это прекрасная идея, прекрасная задумка, которая дает возможность как самому штабу привлекать новых участников к себе, так и развивать путем организаторской поддержки иные проекты. Я понял, что здесь существует колоссальное количество проектов и мафии, и игры, и поездки. Кто-то в Мексику приглашает, кто-то на Архыз приглашает на лыжах покататься. Это просто восхитительная площадка для самореализации и развития нашего этноса, нашей татарской культуры. И, конечно, безусловно, эта площадка является прекрасным местом, так скажем, смотринами для некоторых, наверное, чтобы подобрать себе пару, чтобы найти себе вторую половинку именно из своих. То есть не жениться на русской или еврейке, да, в этом нет никаких преград, но, конечно, здорово, когда татарские семьи образуются именно из и муж татарин, и жена татарка. Вот. Для меня, конечно, этот вопрос тоже актуален, так как мне 33 года, и мне бы, конечно, хотелось бы найти супругу, и татарку, и наладить свою личную жизнь, чтобы это было в рамках своих. Что бы хотел пожелать штаб татар? Дальнейшего развития, процветания, чтобы ничто в этом мире, как бы оно ни случилось, не перевернулось. Только вот это благодушие, вот это желание должно быть только развиваться, расти. Членство людей, которые приходят сюда, только увеличилось. Дружба народов, дружба людей должно быть очень позитивным, и чтобы штаб татар был на первом месте и, как говорится, на острие всего этого прекрасного развития. Я желаю штабу татар развиваться, желаю побольше интересных тем, спикеров, некий календарь мероприятий на ближайший хотя бы месяц-два, чтобы можно было планировать, чтобы можно было готовиться к этому. Желаю штабу татар только развития, двигаться дальше такими же семимильными шагами, как это делается сейчас. В принципе, развитие огромное. Штаб татар — это лучшее место для татар в России. Мне кажется, что необходимо проводить мероприятия, которые помогли бы понять положение татар как в Москве, так и в регионах, возможно, даже в мире. Проведение академических конференций относительно как развития татарской культуры, так и в целом, возможно, каких-то академических, исторических вопросов, которые помогли бы понять положение татар в прошлом, настоящем, будущем. Мне бы хотелось, чтобы, наверное, было больше каких-то музыкальных мероприятий, больше движения, активностей. Вот. Наверное, какие-то танцевальные мероприятия. Больше мероприятий с баяном, с песнями, музыкой. Мне хотелось, чтобы в 2022 году таких встреч было только больше. Народ узнавал почаще, мы тоже приложим к этому руку. Ну и чтобы, я так понимаю, основная цель, чтобы в интернете люди узнавали, будем стараться поспособствовать этому моменту. И комментарии напишем, и друзьям расскажем. Я бы хотел, чтобы язык очень сильно развивали, чтобы люди, которые имеют татарские корни, учились говорить, как вот сейчас все учатся английскому языку. Потому что это важно, дети должны наши знать постепенно вот этот татарский язык, хотя бы понимать его. Я посещаю часто штаб татар, мне очень нравится это место. Здесь можно познакомиться с новыми друзьями, найти вторую половинку. Здесь очень много мероприятий проходит, очень классных. Не всегда, конечно, бывает время, но, конечно же, это наш выбор. Я стараюсь очень часто ходить. В 2022 году я жду еще больше мероприятий, знакомств. Мне бы хотелось, чтобы было больше путешествий совместных, поездок. Это очень классно. Мне очень нравится атмосфера в штабе татар. Очень хотелось бы в новом году, чтобы нас было больше, чтобы было больше каких-либо мероприятий, даже, например, спортивных. Первое впечатление – теплота, душевная обстановка, и прям вот никуда не хочется уходить, быть здесь, чаще проводить время, поэтому любые мероприятия, которые будут на этой базе организованы, мне кажется, они будут приняты на ура, и вот хочется, чтобы это все
все-таки развивалось, продолжалось. Я по образованию юрист, также преподаватель танцев и инструктор по фитнесу, групповых программ. Было бы очень здорово танцы внедрить вот в это сообщество каким-то образом и больше по спорту тоже как-то двигаться. Мне кажется, это будет очень интересно, поэтому вот в новом году хотела бы в данном качестве, то есть как-то поспособствовать развитию именно танцевального направления, творческого направления. А в целом я бы хотела пожелать штабу процветания и чтобы в этом месте всегда были люди и всегда были те, кто готов открыть двери для новых ребят. Здесь всегда все очень вежливо друг к другу относятся, готовы поделиться кто-то рабочими связями, кто-то готов пригласить к себе там в гости, я не знаю, там на перемячи и так далее. Послушав, пообщавшись, я понял, что здесь действительно семейная дружественная атмосфера, которая, я надеюсь, будет способствовать в том числе образованию уже полноценных семей между мужчиной и женщиной.